Вопрос от подписчика из Чечни. Вопрос касается м, общества Нашах. Э, н- Так оно называется по-чеченски и на других нахских языках, а на аварском общество называется Нах-Ах. Э, Это общество считается местом, откуда произошло большинство центральных чеченских тейпов, то есть исконно нахских тейпов имеется в виду. И это э, мы не можем разделить его, оно было чеченским там, или ингушским, потому что это разделение уже раздел позднего времени, конца 19 и 20-х, 21 веков. Вот. А до этого такого, как сильного раздела в этом не было. Все считалось одним единым целым в те времена. Хотя, конечно, каждое общество жило родовым строем, и у них было как бы по отношению друг к другу независимость. История этой территории, например, в Нуцалском роду, еще с древних времен она идет, но мы коснемся как раз-таки истории XIX века, уничтожения данного общества армией имамата. Но мы, как понимаем, данную историю, она идет в связке. Связке какой? В феврале-марте 1844 года был разрушен до основания город Хунзах, древнейшая столица Аварского ханства. Через некоторое время, в середине ноября 1844 года, подобное участие постигло также и селение Кауди, или иначе, как его называют, Хеди. И при разрушении репрессии шли именно против правящей династии, ее ответвлений рода. При этом истреблялись вне зависимости от пола, возраста, то есть представители всей фамилии Нуцалов. При уничтожении центральной фамилии Алдамовых в Эди спаслось два мальчика. Точнее, они были спасены. Сперва они были вывезены в селение Гакко, где проживали также родственники. Но когда стало небезопасно для них и для, собственно, самих родственников, их вывезли. Их вывезли в другую крепость, которая называлась Алдам-Гази. Там были уже родственники из тейпа Бацхой, чеченского тейпа, которые были в родстве с аварскими нуцалами. Алдам-хан был женат на дочери предводителя данного тейпа Мааш-Бааса, и от этого брака у них была дочь. Подобная же участь крепость Алдам-Гази постигла в 1845 году, предположительно в марте месяце. Дети оттуда были также увезены, они не попали в общество Нах-Ах или Нашах, где была большая крепость нуцалов, называлась она Каух. Нахская этимология ее называет Ковхи.
И вот в августе 1845 года э, эта беда пришла и на эту землю. Общество Нашах, как и перед этим Тейп Бацхой, взяли детей под свою защиту. Ну, естественно, разведка Шамиля тоже не спала, они знали это. И, и помимо этого Шамиль также, конечно, пытался к экспансии на соседней территории, чтобы расширить границы своего влияния и своего государственного образования имамат. Вот. И в контексте этого они решили совершить поход на общество Нашах. Нашахцы отказались подчиниться и также и выдать детей. М, В результате этого в августе 1745 года была организована экспедиция против данного общества. Как мы знаем, это время также было э, после победы над сухарной экспедицией Воронцова, как я помню по памяти. И данное общество отказалось подчиниться, и против него были брошены войска Шамиля. Возглавляли ее Исаак Гендергоевский и некоторые другие, собственно, личности именно из среды чеченцев. Общество сопротивлялось. Самое крупное общество и самое древнее общество было это Нахское. Но, несмотря на это, оно было практически почти полностью уничтожено. Были селения, которых были сторонники также Шамиля, а именно это было селение Хайбах. Также следует упомянуть, что общество это уже не было однородным на тот момент. Они принимали к себе представителей там а, разных родов или народов, и прижившись в чеченской среде, они занимались тем, чтобы завоевать себе место под солнцем. Они пытались исконные нахские рода стравить между собой, и им это очень даже хорошо удавалось, так как жившие по м, законам, первичным таким законам нахи не осознавали того, что помимо законов чести существуют и другие правила, в кавычках, поведения, где подлость, зависть и так далее тоже доведены до порядка вещей. Население этого общества на шахт достигало 35 тысяч человек. После карательной экспедиции пишут, что осталось живых 1200 человек. И большей частью это были именно вот жители тех селений, которые изъявляли покорность Шамилю. Это Хайбах и еще какое-то одно селение было рядом с ним. Это название я сейчас не помню по памяти. Дети, которые были взяты под защиту нашахтцами, то есть это представители аварского ханского рода Нуцал, они были также тайно вывезены из Нашаха, и уже э, их взяли под защиту ингушские общества, тогдашние уже галгайские, селение Барзунки. Впоследствии она на русский лад род изучала как Барзункова, а ныне вроде это селение Чермен, находящееся в Северной Осетии. Дети были туда перевезены. Вот, собственно говоря, картина. Да, кстати, добавить надо, что центром всего этого был населенный пункт Моцхара. Там находился главный храм христианский в ту пору, который был до принятия ислама нахами. До этого там же находился и языческий храм, по всей видимости, он был зороастрийским.
Далее, э, и там же находился и святыня нахских, скажем так, тейпов. Это медный исторический котел, который также был уничтожен э, и разобран, и он не был разобран, он был разбит. Вот. И вот эти куски металла, из которого он был медный, они были брошены в реку Гэхичу. Вот, собственно, та история, которая сохранилась. Все аулы были уничтожены, камни на камне не остались. Там, в том числе, полностью с лицом земли сравнена была и крепость Нуцалов, Алдамовых, Калух. Данная крепость была летней, зимней резиденцией Нуцалов, Алдамовых. Зимней резиденцией было селение Хиди. Ну, соответственно, понятно, да. А вот взаимоотношения до имамата какие-то были. Ну, это были общества с внутренним самоуправлением, но находившиеся в союзных отношениях с аварским ханством. То есть они находились под защитой Аваристана, то есть аварских правителей. Взаимоотношения были очень близкими. Вот, чеченцы с пиететом относятся к фамилии Алдамовых, и представители этой фамилии сейчас имеются и среди чеченцев, собственно говоря. Что это именно так, доказывает генетические исследования, также, которые проведены так, начального даже периода, уже понятно и ясно, э, что генетический базис Алдамовых, он такой же, как и Турловых, он такой же, как и у представителей хунзарской ветви, то есть он одинаковый.